Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ, студия Елена Янак. Основные новости на сегодня. В Гагаузии начал действовать региональный ученический совет. Патентообладателям продлили освобождение от взносов обязательного соцстрахования. Процедура получения пособий на детей была упрощена. Уточнение властей. Официальное открытие трехдневного чемпионата Камранского района по шахматам прошло в эти выходные. В Гагаузии был избран руководящий состав, сформированы комитеты, разработан план действий. В региональный совет учащихся вошли представители всех гимназий и лицеев Гагаузии. Основной задачей членов совета является представление интересов учащихся, участие в процессе принятия решений, касающихся образовательной и молодежной политики, сообщает Главное управление образования Гагаузии. Региональный совет учащихся планируется сделать площадкой, где учащиеся смогут выразить свои мнения, обсудить проблемы и искать решения. Процесс выборов председателя совета был осуществлен по демократическому принципу. Кандидаты выступили с речью, в которой они представили свои программы и идеи, связанные с работой регионального совета. Председателем совета стала ученица лицея села Ятулия. Кроме того, был разработан план работы Совета учащихся на ближайший год. В плане работы содержатся различные инициативы, направленные на улучшение условий обучения, разработку культурно-просветительских мероприятий, участие в благотворительных акциях и другие мероприятия. Региональный совет учащихся также будет работать над повышением осведомленности общественности о важности участия в процессе принятия решений и способствовать развитию демократических ценностей и навыков среди учащихся. Конечной целью регионального совета учащихся является обеспечение максимального их вовлечения и участия в образовательном процессе и принятии решений, основанных на их потребностях и мнениях. Исполнительный комитет Гагаузии утвердили на последнем заседании проект закона о продлении освобождения патентообладателей от уплаты взносов обязательного социального страхования на год. Я хотела бы проинформировать о важности решения исполнительного комитета, который мы приняли после консультации с Народным собранием и предпринимательским сообществом. Сегодня мы утвердили проект закона о продлении освобождения патентообладателей от уплаты взносов обязательного социального страхования на год вплоть до 1 января 2025 года, сообщила Башкан Гагаузии в своем телеграм-канале. Таким образом, более 1700 малых предпринимателей, работающих на основании патента, сохранят свои рабочие места и смогут далее обеспечивать свои семьи. Мы понимаем, как трудно сегодня приходится малому бизнесу, который буквально выживает в условиях экономического и энергетического кризиса. Обложить малый бизнес дополнительными налогами и сборами значит обречь этих людей на безработицу и спровоцировать новый вал миграции за границу, сообщается на странице. Проект закона будет направлен на рассмотрение депутатскому корпусу Народного собрания. 19 января по всей Молдове и в частности Гагаузии прошли крещенские купания. В каждом населенном пункте были организованы купальни, где желающие могли окунуться в ледяную воду. Традиционно в праздник Крещения Господня после литургии люди шли крестным ходом к проруби, где священник служил молебен и трижды опускал в воду крест, чтобы благословить ее. После этого люди из проруби набирали воду и обливали ею друг друга. Некоторые купались, чтобы очиститься от грехов. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. И остави нам долги наши, как уже и мы оставляем должником нашим. Радуйтесь и веселитесь, живущие в Сионе. И ныне, Владыка, освети воду сию Духом Святым. Не крещающийся Тебе, Господи, троическое явися поклонение, возлюбленного Те Сына именуя, и Дух
Приди, голубине. Babanın hem oğlun hem Ayazduh'un adına sevgili bizim başçıkalar, sevgili bizim baş kasabamızda bizim Sergey İliç. Hepsinizi büyük kutlarım. Bu büyük bir ayuz yortuyla nerede bütün dünya bugünkü günde dua ediyor. Hem şükür ediyor Allah'a, hani Allah bize verdi. Açtı kendi oğlunu hem kendi sözünü. Siz bilin hepsiniz işittiğiniz kilisede Evangeliyede nerede okundu. Nice Hristos gelir Galilea'dan gelir Yohan'a. Yordan'a gelir diğer boyuna. Da diğer onlar hani sen lazım beni vatiz edersin. Da Yohan Kristil kabul etmeye Kristos'u. O der sen varsın benim baş Vladyka. Ben varım bir prostoy bir hizmetçi sana. Da ben lazım seni vatiz edeyim. Da o zaman Hristos ona der hani sen bırak o düşünmeyi ama yapınca katta yazıyor. Da o zaman Yohan Kristil kabul ediyor Allah'ın lafını. Kayıl oluyor ondan göstermer kendi diyeceğiz birlik içliğini, kendi büyüklüğünü. Ama kabul ediyor Hristos'u. Yordan'a su içine ya da biz göreceğiz onu da çünkü nice Hristos vatiz olmuş. Da diyor moment açılıyor gök. Açılıyor gök de tebrada insana açılıyor bir büyük bir pahalı bir iş. Da diyor momenta açın insanlarda vardı çok türlü boş inanlar. Da bundan Hristos savaşta gösterme o nide diyeceğiz vatizliğin yüzü. Суть крещения в чем заключается? Hani açılıyor gök da oradan geliyor bir guguş, bir ayuz duh виде голубя iniyor Hristos'un üstüne da ses hani bu var benim oğlum onu seslersiniz. Çok kere biz türlü yaşamakta karşı geliyoruz insanlarla anlar hani başka türlü inanıyorlar. Komratta buna diyorlar var büyük lise Yohan Kristin var küçük lisecikler. Var türlü bir varajeni ben çok kere işlerim bu lafı. Hani insan birisine kere yani var bir Allah ve çok kere diyor adamlar yani başka dinde ondan soruyorlar kim Allah'ı gördü? Kim vardı onun Allah'a durduğu? Kim vardı işitiği onun sesini? Bunu bilmezse diyor adam kim hani okuma vnimatilna kağıda. Kağıda vanca okuma da bir şey kavanda kalmasın. Vanca okuma öyle ne tutma akılda ne var orada. Burada Allah açır göstererek hani bu var benim oğlum. Onu seslersiniz de yaşarsın onun lafına göre. O yüzden bu insana verildiğince bir örnek, bir yol. Hani seslemeye de gitmek Hristos'un ardına. Ben bugünkü günde hep size şükür ediyorum. Hani toplanayız verir, toplanayız dua etmeye, Allah'a şükür etmeye. Şükür edeyim Sergey İliç, herkese bulunuyor bizim yanımızda. Ne kanaşlan bu kilise. Hani bize dolaştırmıyor, ona büyük sağ ol. Ama hani yardım ediyor, ona o kadar sağ ol. Allah versin ona sağlık, ona da işlerine de. Boş onu korusun. Size de hepsinize Allah versin kuvvet. Semyalarda olsun sevgililik. Hem Allah versin bizim bu yılımız olsun sevgili hem de урожайлы. Всех с праздником. Boş korusun hepsinize. В Рыбнице прошли крещенские купания. Впервые в этом году купель была установлена на набережной по улице Вальченко. Все время здесь дежурили спасатели, сотрудники РУВД и медработники. Для обогрева были развернуты палатки. Всех желающих угощали чаем и булочкой. Обряд освящения воды провел благочинный Рыбницкого округа архимандрит Виктор и окропил святой водой всех присутствующих. К крещению! Несмотря на пасмурную погоду, сырость и дождь, желающих окунуться было немало. Для большинства из них погружение в крещенскую купель уже традиция. Некоторые делали это впервые, но и те, и другие выходили с особыми чувствами. Впечатление супер. Мы первый год, первый раз. Да. Я вообще за 50 лет первый раз сыну говорил, ну пошли раз в месяц, так в месяц. Да. Впечатление классное. Я думал, что будет холоднее, сейчас супер. Отлично. Наверное, будем продолжать каждый год, да? Да, сделаем традицию. Всегда в крещенскую
жуткие морозы, в проруби купаюсь. Крещенская вода – это оберег. Она смывает все худое, дает нам здоровье на долгие лета. Здоровые впечатления, отлично. Здесь намного лучше. Вода проточнее, все-таки чище, прохладнее, во-первых. Да. Потому что, когда вода стоячая, она такое. Здесь живая вода все-таки. Ну и комфортнее с точки зрения жилья. Всех с праздником, здоровья. Во-первых, с крещением. Поздравляю. Здоровья, мира, добра. Окунаюсь, я приехал только 3 года тому назад. И вот в прошлом году первый раз на Комсомольском озере окунулся. А теперь вот здесь. Ощущения очень приятные, очень бодрящие такие. И все здорово. Уже лет 10 прошло, наверное. Вот решил вернуться к традиции. Это обновление какое-то появилось. Всех с крещением. Поздравляю, желаю счастья, здоровья, крепкого и благополучия. Был бы мороз, было бы хорошо. И спуск хороший, и удобнее держаться. Очень удобно. Отлично. Кровь бурлит. Праздник. Праздник. Всех поздравляю, с крещением. Спасибо другу, который убедил меня. Окунуться, не окунуться, друзья, все, кто сегодня ныряет, я с вами. Мысленно. Команда Лик ТВ поздравляет всех с крещением Господним, счастья, радости, тепла и света в ваших душах, веры в надежды, в самое лучшее. Ирина Шлаева, Олег Слободенюк, Лик ТВ. С начала этого года процедура назначения пособий на новорожденных и детей с особыми потребностями упростилась. Родителям больше не нужно подавать заявление на получение этих услуг, сообщает Национальная касса социального страхования. С 1 января вступили в силу новые положения, согласно которым многие пособия будут предоставляться на основании данных из государственных информационных систем, без необходимости подачи заявления. Национальная касса социального страхования начала информационную кампанию «Пособия без барьеров». При финансовой поддержке и организации администрации Камрадского района стартовал чемпионат по шахматам среди всех возрастных категорий взрослых. В чемпионате принимают участие 55 шахматистов из Сынджирей, Флорешты, Кишинев, Тараклея, Бессарабка, Рышканы, Башкалия, село Ферапонтьевка, село Кангас, село Кирсово, а также муниципий Камрад. Данное первенство прошло с 19 по 21 января. Приветственным словом открыл чемпионат председатель Камрадского района господин Чабан. Он отметил, что шахматы – самая древняя игра в мире. Шахматы прекрасно развивают логическое, стратегическое, математическое мышление. Ни одна игра в мире не сравнится с шахматами по своей полезности для развития личности. В общем, лучше шахмат могут быть только шахматы. Уверен, что это первенство будет напряженным, но также интересным. И мы будем свидетелями многочисленных прекрасных и содержательных партий. Также с наилучшими пожеланиями и напутственными словами к участникам турнира обратились начальник Главного управления молодежи и спорта Гагаузии Вячеслав Дорогой и главный судья турнира по шахматам Сергей Барган. Для призеров турнира подготовлены дипломы и денежные премии.
Это были все новости на канале АТВ. Оставайтесь вместе с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети. Facebook, Одноклассники, Instagram, сайт atv.md. Ставьте лайки, делитесь новостями. До скорых встреч!